Очень странная и пугающая история пришла сразу из двух регионов Ставрополя и Дагестана. Мужчина во время похорон своих новорожденных детей обнаружил, что вместо них лежат куклы. Вот, чтоб весь был. Вот Ставрополь. В перинатальном центре на Семашко 3 родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван. Вот что я увидел. Здесь куклы. Здесь натуральные куклы. Значит, мои дети живы, да, получается? В полицию обратился Дауд Даудов. Он сообщил, что двое его детей скончались вскоре после появления на свет в перинатальном центре номер 1 Ставрополя. По его заверению, малыши родились живыми и какое-то время находились со своей матерью в роддоме. Но вскоре семье сказали, что дети скончались от кровоизлияния и отдали их тела для похорон. Во время церемонии прощания вместо тел малышей под погребальными покрывалами мужчина нашел 2 пластиковые куклы. Начинаем, мула стоит, все как положено, то есть там и братишка мой двоюродный, он говорит мне, брат, говорит, как, они же люди, говорит, они же люди, говорит, им надо вскрыть, говорит, по-человечески надо сделать, лицо надо открыть, положить. Вот я начал лицо открывать у первого ребенка, увидел, глаз нету. Я думаю, что такое, что-то понять не могу. Еще, главное, положил, землей прикопал, чтобы он не упал. Начал второго открывать. Второго открывать то же самое. Я говорю, как это может быть? Такого же не может быть. Первого беру, вот так поднимаю я, смотрю, хомутик, что-то там, какие-то моменты там и так далее, там на шее у куклы. Кукла. Я говорю, это же кукла. Даутов утверждал, что произошла подмена. Власти начали расследование. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял это дело под собственный контроль. А местный Минздрав заверил, что информация о роженице не найдена ни в одном роддоме края. Женщина не лежала после родов ни в одном перинатальном центре города. Новорожденные с такими именами, которые назвал Даутов, тоже нигде не зарегистрированы. Позже жена Даутова, Лаура, во время беседы со следователями призналась, что не была беременна. Все 9 месяцев она врала мужу и остальным родственникам о своем положении. Подвоха никто даже не заметил, потому что у женщины и без того было крупное телосложение. Даутов очень хотел детей, а Лаура боялась, что супруг ее бросит. Когда пришла пора рожать, женщина придумала легенду о том, что малыши якобы умерли при родах. За телами она поехала сама и до последнего не давала никому на них взглянуть. Как утверждала сама Лаура, в роддоме ей якобы сказали, что умершие дети должны быть изолированы. Но уже на похоронах Даутов все же откинул покрывало и увидел в нем кукол. Сейчас следователи решают, как в дальнейшем поступить с женщиной. Я пошла потом на УЗИ уже следующей. Даты уже не буду, я не помню точно даты какие были. Я пошла на УЗИ, а мне сказали, что плода нет. Я мужу об этом сказать не смогла. Я не сказала. Я сказала, что он есть. И я сама поверила в это, что он действительно есть. Я внушила себе до такой степени, что у меня начал расти живот. Я начала чувствовать шевеление. Это видел и супруг. Это видели родители. У меня начал расти живот. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности.